Первый в Якутске исторический фестиваль «Истфест» стал незабываемым событием, привлекая множество гостей. Программа фестиваля была насыщенной, от различных активностей до образовательных мероприятий для всех возрастов и интересов. Одним из самых захватывающих моментов стали показательные бои на мечах, где опытные бойцы продемонстрировали мастерство средневекового фехтования. Гостям также предоставилась возможность попробовать свои силы в этом искусстве. Потому что наш клуб в первую очередь спортивный, с исторической стилистикой. Вот. У нас самое главное – это спорт и занятия им. Таким вот оригинальным. Спорт называется «Исторические средневековые бои». Не помню с какого года, является официальным спортом в Российской Федерации. Особое внимание привлекло строительство трибушета – средневекового осадного механизма. Гости не только поучаствовали в его возведении, но и смогли увидеть его в действии. Это был первый запуск трибушета на территории Сибири и Дальнего Востока. Вот этот трибушет, конечно, очень здорово. Молодцы, ребята здорово сделали. И самое-то классное, что оно вообще выстрелило, но все-таки снаряд улетел. Это здорово, это очень интересный опыт. Фестиваль также включал фудкорт, ярмарку мастеров и различные мастер-классы. В рамках исторического фестиваля мы, Эвены, общественная организация «Северянка», собрались на мастер-класс по эвенскому бисероплетению, а также по вышивке под шейным волосом оленя. Нас мастеров, 3 мастерицы, Галина Корякина, Елизавета Потапова. Сегодня мы показали мастер-класс. Одной из необычных инициатив стал вещеворот, где каждый желающий мог обменять свои вещи на что-то новое и полезное. Не обошлось и без культурной программы. В течение дня проводились лекции именитых историков и экспертов по культурным традициям. Для любителей истории и реконструкции были организованы лагеря реконструкторов, где воссоздались эпохи Средневековья и XX века. Нас пригласили как клуб на исторический фестиваль. В своем роде он первый в истории нашей республики вот подобного научно-популярного формата. Мы представляем лагерь воинов первой половины 20 века. Историческая реконструкция находится вне политики, и именно поэтому у нас помимо красноармейцев есть еще и представители Белой армии, первого якутского партизанского отряда, которые активно противостояли большевикам, и представители немецкого лагеря. Гости могли не только наблюдать за историческими сценками, но и погрузиться в атмосферу прошлого, примерив на себя костюмы и снаряжение той эпохи. Воспользовался последним шансом пушкинской карты и, в принципе, не жалею. Было очень интересно примерить себя именно в роли солдата, а также мне также очень понравилось именно павильон с постановкой средневековой боевки. И решили прийти сюда, на Истфест, потому что много слышали о нем, я много видела на самом деле. И побывав здесь, нам очень понравилось, было весело, мы здесь уже 5 часов, немножко устали, но мы очень довольны. Истфест в Якутске стал ярким и значимым событием, объединивших любителей истории, культуры и активного отдыха.